Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной и контролируемой. На 6 ноября 2020 года на территории республики зарегистрировано 203 новых случаев коронавирусной инфекции, исходя из новой методики с учетом вирусоносителей Роспотребнадзора Российской Федерации. При этом необходимо обратить внимание, что в столице республики зарегистрировано 117 новых случаев. Остальные случаи приходятся на районы нашей республики. На позиции, которая сегодня санитарно-эпидемиологическая существует, доля заражений, доля инфицированных в районах и в столице города начинает делиться в размере 50 на 50. Поэтому непосредственно сегодня основные упоры в том числе делаются на усиление работ в наших районах, улусах республики. Необходимо обратить внимание, что новых 11 случаев достаточно в спокойном районе зарегистрировано в Кобяйском районе. И, соответственно, там сегодня проводится ряд мероприятий, направленных на то, чтобы предотвратить возможное распространение в большем объеме коронавирусной инфекции уже исходя из локальных ситуаций. Достаточно сложной остается обстановка в Нербинском районе, исходя из той групповой заболеваемости, которая возникла в доме-интернате престарелых. Вчера вместе с главой района и главным врачом больницы были осмотрены в селе Антоновка новые помещения для размещения больных. Проведена встреча с работниками, которые сегодня заходят, и на настоящий момент в Нербинском районе начнется в том числе госпитализация вновь в открытые койки. На сегодня необходимо обратить внимание, что основной задачей глав муниципальных образований на территории наших районов является контроль за соблюдением мер, которые определены указами главы Республики Саха-Якутия. Помимо масочного режима, одним из основных пунктов является работа на удаленке более 50% работников учреждений, которые как подведомственны муниципалитету, так и находятся на территории района. Анализ поездок в западную группу улусов показал на ситуацию, при которой, если муниципальные учреждения образования и вообще подведомственные муниципальные учреждения находятся под контролем у муниципалов, государственные учреждения республиканского подчинения, а также частные предприятия в какой-то мере остаются без внимания. Я обращаю внимание на следующий момент. В соответствии с федеральным законом о чрезвычайной ситуации в Российской Федерации Республика Саха-Якутия находится в режиме повышенной готовности. Те нормативно-правовые акты, которые принимает глава республики, они касаются всех и являются обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации, в том числе и каждого муниципального образования, и каждого учреждения.
С учетом того, что у нас начали вновь регистрироваться, в том числе и в районах, непосредственно групповые заболевания в ряде организаций, то сегодня главам муниципальных образований поставлена задача отрабатывать по каждому очагу в любой организации, какой бы ведомственной подчиненности она ни была. За сутки лабораториями республики у нас проведено 5362 исследования на коронавирус. Дальше продолжается работа по уменьшению количества суток по ожиданию анализов. Определенные есть и успехи, когда быстрее мы осуществляем эту процедуру. Но есть также и определенного рода и объективные, и субъективные обстоятельства, при которых не всегда удается достичь 3-5-дневного ожидания по анализам. Все случаи рассматриваются индивидуально и затем корректируется ситуация. А сегодня решением оперативного штаба под руководством Айсена Сергеевича Николаева дана установка всем лабораториям республики работать в выходные дни, в том числе и лабораториям, которые не находятся в ведении республиканских властей Северо-Восточного федерального университета. Необходимо обратить внимание на то, что я говорила, что у нас сегодня больных, и министр здравоохранения на это обращает внимание. Основными больными у нас являются больные возраста старше 65 лет с осложненными заболеваниями. К сожалению, имеем мы сегодня и летальные случаи. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных случая. Появились летальные случаи и в районах республики. Поэтому четкая маршрутизация решения вопросов по тяжелым больным сегодня находится на, безусловно, дальнейшем контроле. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем гражданам: берегите своих близких, берегите своих старших людей и беспокойтесь об их здоровье. Ольга Валерьевна, Это был брифинг регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сейчас эфир продолжит выпуск новостей. Не переключайтесь. В стационары стало поступать больше пожилых и больных коронавирусом в тяжелом и средне-тяжелом состоянии. Об этом рассказала начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Екатерина Трифонова. По ее словам, это связано с изменением в критериях госпитализации. Среди поступающих много больных с большим процентом поражения легких. Есть люди с дыхательной недостаточностью. Весной таких пациентов было гораздо меньше. Также, по словам Трифоновой, очень много пожилых, у которых ковид протекает тяжелее на фоне сопутствующих патологий. Весной такие люди придерживались жесткой самоизоляции, а сейчас, видимо, расслабились, стали больше контактировать с друзьями и родственниками и чаще заболевают, рассказала начальник центра. На горячую линию Минздрава в сутки поступает до 400 звонков.